Ни утро, ни выходной день, ни плохая погода не смогли заставить всех этих людей остаться дома. Каждый из них желает внести свой вклад в общее дело. Они вооружились метлами, граблями и мешками для мусора, готовые работать на благо своего города. Субботник собрал около 50 человек. Мы с друзьями из ПСК колледжа решили тоже принять участие в этом субботнике, навести порядок, очистить улицы от мусора и прочего. О субботнике мне сказал куратор. Принять участие решил на добровольной основе, потому что для того, чтобы свой город привести в порядок. Разделившись на несколько групп, студенты, сотрудники мэрии и подведомственных учреждений очищают от мусора центральные улицы города. Участники субботника стараются ничего не упускать из виду, в мешок отправляют даже маленькие осколки. В этот раз было намного меньше мусора, чем обычно. Например, как в прошлом субботнике мы собрали более, например, я собрал 6 пакетов, может 5 пакетов. То есть стало более чище на этот раз. В ходе субботника участники не только убрали мусор, но и проводили небольшие образовательные беседы о важности сохранения чистоты и экологии. Республиканский субботник был организован по поручению главы республики. Погодные условия внесли свои коррективы. Качественно провести уборку было проблематично из-за осадков, но сотрудники администрации планируют в ближайшем будущем снова организовать подобную акцию. В прибрежных районах реки Сунжа и проводить в такую погодные условия субботник нецелесообразно было, тем, что грязно. Но при первых благоприятных погодных условиях сегодня мы проводим на территории городских улиц, прилегающих к административным зданиям, также центральные улицы, очистка. А при первых благоприятных погодных условиях мы уже будем проводить данный субботник и на прибрежных к реке Сунжа территориях. Весь мусор отвезут на Сунжинский полигон. За 2 часа сегодняшней экологической акции было собрано 2 десятка мешков. Адам Гулоев, Мухаммед Яндиев, Магаз 24.